функций перевода всего две, поэтому запомнить несложно. И первая функция называется Google Translate, точно так же, как сайт, на котором зачастую мы с вами переводим какую-то информацию, которую нам необходимо перевести. Давайте попробуем с функцией работать и в процессе посмотрим на ее синтаксис. Подсказка у нас всегда есть вот здесь, отсюда можно понять, что за какой параметр мы сейчас пишем, но мы с вами в процессе разберем его самостоятельно. Если вдруг вы забудете, как функция называется, вот здесь вот в меню «Справка», список функций, откроется страничка, на которой есть вообще все функции, которыми обладают Google таблицы, в том числе и те, которые мы с вами сегодня будем изучать. Там их можно найти. Итак, что у нас есть в таблице? У нас есть некоторое количество текстов. Это тексты из Википедии, описывающие одно-два предложения про столицу той или иной страны на языке, собственно говоря, на том языке, на котором в этой стране говорят. Следующая колонка – это название языка, на котором написан текст. У нас есть тексты на русском языке, на английском, на испанском, китайском и на языке, который у нас никак не обозначен. И также есть кодировка этого языка. Эта кодировка будет использоваться внутри функции Google Translate. Она нам будет нужна в обязательном порядке. Если вдруг вы не знаете эту кодировку, то ее достаточно легко найти. Достаточно в Гугле набрать языковые коды, например. Это универсальные коды, это не какие-то внутренние обозначения в Google таблицах, они используются на международном уровне как стандарт. Запоминать их, в общем-то, бессмысленно. Наверное, имеет смысл запомнить только две: русский язык и английский язык, и какие-то еще дополнительные языки, если вы ими пользуетесь на постоянной основе. Например, китайский язык обозначается вот так вот, как ZH. Так, и поехали писать функцию для нашего первого предложения. Оно у нас написано на русском языке, поэтому мы его будем переводить на английский язык. Остальные мы все переведем на русский, но чтобы с русского на русский не переводить, это бессмысленно. Давайте здесь переведем на английский. Мы пишем равно, начинаем писать, и нам предлагают название. Вот она наша функция Google Translate, подсказка у нее перевод с одного языка на другой. Синтаксис у функции следующий. Первое, что мы должны указать, это текст для перевода. И здесь у нас два варианта того, как мы можем указать текст. Во-первых, мы можем этот текст указать прямо в функции. Не забываем ставить кавычки вокруг текста. В любом случае, когда мы внутри какой-либо функции, не только этой, вставляем какой-то текст, нам нужно его закрыть с обоих сторон кавычками. Далее ставим точку с запятой, и нам нужно указать язык оригинала и язык перевода. Они у нас тоже текстовые параметры. Язык оригинала у нас обозначается вот так вот, ru. Но это тоже текст, его тоже мы пишем в кавычках. И язык перевода. Переводить мы будем на английский язык, поэтому в кавычках. Не забываем про кавычки, иначе получим ошибку. Пишем en, закрываем скобку и получаем результат. Мы попросили перевести фразу «Добрый день», нам ее и перевели. Обратите внимание, что мы написали с большой буквы текст, нам его Google перевел как текст с маленькой буквы. На это мы никак повлиять не можем внутри функции Google Translate, только дополнительно уже работать с вот этим готовым текстом с помощью других функций. Еще раз вернемся к синтаксису.
Мы с вами указали текст, вписав его внутрь функции. Это не обязательно делать, мы можем воспользоваться уже готовым текстом, просто вместо вот этого аргумента, вместо первого аргумента текст для перевода, мы подставляем ссылку на ячейку, которая содержит какой-то текст. В нашем случае мы переводим вот этот текст из ячейки А5. Остальное пока оставляем как есть, нажимаем Enter. И получаем результат. Вот этот текст нам перевели на английский язык. Здесь, как видим, уже не все с маленькой буквы. Ну, то есть на это сложно как-то повлиять. Название, понятно, название города и название страны будут с большой буквы, это правильно, но просто какие-то слова, тут от нас, к сожалению, мало что зависит. Так устроены механизмы функции Google Translate. Далее возвращаемся снова в нашу формулу и давайте обратим внимание вот на что. Первый аргумент этой функции, текст для перевода, это по сути единственный обязательный аргумент. То есть вот это и вот это, языки оригинала и перевода мы могли бы не указывать. В этом случае что произойдет? В этом случае Google сам определит, на каком языке написан текст, и переведет его на язык, который установлен как язык системы компьютера. В моем случае язык на компьютере, системный язык, это русский, поэтому с русского на русский переводить бессмысленно, поэтому я эту функцию вот сюда вот протяну. И теперь мы переводим вот этот вот текст, но поправим немножко нашу формулу, уберем оттуда необязательные аргументы, язык оригинала и язык перевода, оставим только текст для перевода. Что у нас сейчас должно произойти по идее? Google должен взять вот этот текст, самостоятельно определить, что это английский язык, и перевести его на русский язык. Нажимаем Enter и получаем ошибку. Если мы вот сюда на ошибку наведем, мышь нам покажут описание этой ошибки. Ну вот зачастую, если мы не будем указывать эти дополнительные опции, мы будем получать вот такую вот ошибку практически во всех случаях. Поэтому, несмотря на то, что аргументы второй и третий в этой функции не являются обязательными, во избежании получения ошибки лучше все-таки эти аргументы указывать. Потому что в каком-то случае может сработать, в каком-то не сработать, а если мы указали оба аргумента, то это несколько надежнее. Так, ну и давайте теперь мы протянем нашу функцию вниз для того, чтобы убедиться в том, что срабатывает она не только для русского языка с переводом на английский, но и на другие. Для этого мы немножко поправим нашу формулу, и вот здесь вот вместо язык оригинала .ru мы укажем ссылку на ячейку, которая содержит уже внутри ячейки обозначение .ru. Ну, как видим, в таком варианте наша функция все равно срабатывает, то есть нам не обязательно код писать руками в кавычках, мы можем просто сослаться на какую-то ячейку с кодом. О чем это нам говорит? Ну, о том, что мы с вами можем, например, сделать где-нибудь вот здесь выпадающий список с языками, разными языками, теми, которые нам нужны, и ссылаться на него, и в зависимости от того, что мы выберем в выпадающем списке, такой перевод и будет сделан. Итак, язык оригинала мы поправили, теперь он подставляется вот отсюда, и при протягивании нашей функции вниз и ячейка опять с текстом, и ячейка E5 с языком оригинала тоже протянутся вниз, и язык подставится, ну и текст, и язык подставится в соответствии с нужной строкой. Протягиваем ниже. И так, давайте-ка пока протянем только вот сюда, для того, чтобы поменять английский язык на русский. Все остальные тексты мы будем переводить на русский язык.
Английский текст у нас перевелся. Далее идет текст на испанском, также перевелся. Далее задача посложнее, китайский язык, тоже переводится вполне себе успешно. А вот дальше мы с вами приходим вот к какому моменту. У нас с вами не указано, какой это язык. Возможно, по начертанию букв мы об этом и можем догадаться, но достоверно нам это неизвестно. Поэтому, если мы протянем нашу функцию вниз, то мы получаем ошибку ввиду того, что в ячейке E9 пусто, а здесь должен быть указан какой-то код для перевода. Мы не можем просто убрать второй аргумент и оставить третий. В этом случае третий станет вторым, да, поэтому нам нужно либо все это убрать, либо все указывать. Ну, давайте попробуем в случае с этим языком убрать. Оставим только ссылку на текст. Ну вот опять получаем ту же самую ошибку. Сделаю отмену. Что в этом случае мы будем делать? В этом случае мы воспользуемся второй функцией, которая называется Detect Language. Отследить язык при дословном переводе. Эта функция позволяет нам понять, на каком языке написан текст, при этом возвращает она вот такой вот код. И, собственно говоря, вот сюда мы этот код и запишем. Пишем равно. Начинаем писать название функции. Нам дают подсказку. Выбираем функцию Detect Language. И далее мы опять можем либо самостоятельно прописать какой-то текст, не забыв при этом про кавычки. Либо, как мы уже делали раньше, мы просто сошлемся на ячейку, которая в себе уже текст содержит. Вот сюда. Других аргументов у функции нету, только лишь текст. Поэтому мы закрываем здесь скобку, нажимаем Enter и получаем вот такое обозначение. Ко. Ко это корейский язык. Давайте вот сюда это запишем. И как видим, сразу же у нас сработала функция Google Translate вот в этой вот ячейке. Текст перевелся. До этого функция выдавала нам ошибку ввиду того, что вот здесь было пусто. Теперь здесь содержится обозначение, кодовое обозначение языка, и Google Translate понимает, с какого языка на какой нам нужно переводить. С языка, который содержится в ячейке E9, с корейского, на русский. Ну и вот, соответственно, мы видим текст про столицу Кореи, Сеул. Мы можем поступить и несколько по-другому. Давайте сотрем то, что мы написали Detect Language вот в этой ячейке. У нас снова появляется ошибка в функции, которая делает перевод. И вместо вот этого второго аргумента, язык оригинала, вместо него мы впишем как раз-таки функцию Detect Language. Получится, что эта функция вложена внутрь функции Google Translate. Внутри функции Detect Language нам нужно указать, откуда брать текст. Текст мы берем вот отсюда. Закрываем скобку, и что мы получаем? У нас есть функция Google Translate. Первый аргумент этой функции – ссылка на ячейку с текстом, который мы будем переводить. Второй аргумент этой функции обозначен другой функцией, функцией Detect Language, которая отследит, какой язык, на каком языке написан текст в ячейке А9. Ну и третий аргумент – это язык перевода, тот язык, на который мы будем переводить текст. В нашем случае это русский язык. Нажимаем Enter. Ну и видим, что наша формула снова сработала в таком во вложенном виде. Она точно так же срабатывает, как и если мы пишем Detect Language вот здесь отдельно. Давайте его еще раз сюда напишем.